А там что-нибудь слышно? Добрый день, дорогие наши радиослушатели и телезрители. Сегодня я веду передачу «Юбиляры о юбилярах». У меня сегодня очень такие гости. Сейчас я представлю. Ольга Афанасьевна Скорикова. Здравствуйте. Она председатель правления Союза художников. Дальше Александра Самсоновна Бочкарева-Иннокентьева, живописец, заслуженный деятель искусств Республики Саха-Якутия, и Надежда Егоровна Федулова. Добрый день. Так, сегодня, значит, передача наша называется «Юбиляры о юбилярах». Вот здесь всем гостям, все гости наши юбиляры, и родились они по дню рождения очень как-то вот интересно. И даже они, по-моему, сели как-то по дням рождения. Ольга Афанасьевна родилась 9 мая. 9 мая. Да, это день Великой Победы. Александра Самсоновна родилась 18 мая. Это Международный день музея. Она друг музея очень многих, не только якутских. А Надежда Егоровна родилась 21 июня. Мая, извините. И это тоже для нас очень такой день, когда мы уже встречаем лето. Вот. Они как бы давно знакомы по той простой причине. Алма-матер их Якутское художественное училище. После этого окончили, конечно, институты, но их объединяет вот их родное училище. Вообще, вот я с художниками давно знакома, и каждый раз я поражаюсь тому, что вот из Якутского художественного училища выходят такие таланты и такие патриоты, это начиная с первых выпускников. Поэтому очень как-то вот выпускникам так трепетно и с таким уже с уважением отношусь. Вот. Ну, передача наша называется «Юбиляры о юбилярах» еще неспроста. Мы к концу каждого года составляем планы у тебя на работе. И хотя я работаю научным сотрудником литературного музея имени Платона Алексеевича Аюнского, я не упускаю юбилеи художников, с которыми я работала больше 10 лет, которых очень многих знаю. И каждый раз для себя делаю пометки и в дни юбилеев провожу, если не встречи, то обязательно видеолекции, чтобы рассказать о них, показать их работы. Ну и вообще мне это нравится. Дело в том, что художники и писатели, я считаю, что это великие друзья. У меня есть свой какой-то вот такой проект. Я его называю «Великая дружба». И, само собой, разумеется, все художники, все окончившие и художественное училище, и художественные институты являются иллюстраторами книг. Я правильно говорю, да? Очень многие. Вот. А вот когда план составляла, я насчитала, по-моему, 28 художников, которые в этом году отмечают юбилеи. Но, оказывается, я пропустила тех, кому в этом году 50, 60 и 65, да? Вот. А в этом году вот очень
такие юбилеи, да. Во-первых, это Льву Михайловичу Габушеву, живописцу, директору художественного музея с 1952 года исполнилось 100 лет, а дальше идут вот каждый раз, да, рожденные в 1928 году, да. Ага, это вот тоже аксакалы, к сожалению, из них только Виктор Григорьевич Ди. Ага, я ему тоже вот в день юбилея проводила мероприятие, он очень извинялся. Прости, говорит, Ефросинья, я очень, постарел, не смогу прийти. Вот. И у Афанасия Осипова, Виктора Петрова, Олега Ковалевского, Наума Засимова, Илья Сипцева, Афанасия Собакина, а еще Николай Шарапов, тоже керамист, он рожден тоже в 28 году, да? И у меня есть такой вопрос. Вот когда вы поступили в художественное училище и, само собой, разумеется, пришли в художественный музей, часто ходите же, сразу студентов туда водят. И какие работы, каких художников вас в первую очередь так поразили? И вообще, кого из таких, из аксакалов художников считаете учителем жизни? Ольга Афанасьевна? У меня ответ, конечно, будет очень такой предсказуемый. Я выросла в семье художника Афанасия Собакина и буквально с рождения видела его работы. И они мне казались, единственно правильными, что писать нужно именно так. Нужно писать очень ярко, очень разноцветно, такими мозаичными мазками. То есть вот эта его манера письма, она мне в детстве казалась единственно правильной. И те, кто посетил нашу с ним выставку в эти дни, которые проходят в Комдрагмете до середины июня, там видно, недаром она называется «Единство противоположностей», видно, что я и очень не похожа на отца, и в то же время очень похожа в творческой манере. Это объективно так получилось. Да, действительно, Афанасий Петрович известен всем якутянам, наверное. Его вот знаменитая работа «Танец Терховди» находится в постоянной экспозиции Национального художественного музея. И я не помню случая, чтобы возле нее сфотографировались, и посетители постоянно останавливаются возле этой работы. Правильно я говорю, да? И человек, увидевший хотя бы один раз танец Терхов, говорят, бывает счастливым. А Александре Самсоновне чья работа? И первый раз, когда пришли в музей художественный? Первый раз я пришла в художественный музей, когда еще не поступала. И это перевернуло мою жизнь. Музей на Хабарова был. И я тогда уже поступила в этот ЯГУ, на физмат факультет. И с подругой, которая приехала из Узмая, пошли в этот музей. Я иду по работам, и меня очень поразило один натюрморт с капустой. Мой знакомый для меня предмет. Капуста, тарелка и нож. Это было так явно, так красиво было написано. Написано было акварелью. Я тогда не знала, что такое акварель. Я не знала, что такое вообще живопись, как это натюрморт называется и так далее. Но меня это поразило. С тех пор я решила вообще с того дня почему-то все у меня перевернулось. И через 2 дня я подала документы в художественное училище, хотя уже экзамены начались. Вот так. А кто автор был? Я этого не знаю. Меня поразило. До сих пор в глазах стоит эта работа. Очень красивый натюрморт. И все. Спасибо. Дорогие телезрители, вы сейчас, когда рассказывали наши гости, показывали их работы. И я вообще поражаюсь позитивностью наших
вот девушек-юбиляров. И вот Александра Самсоновна, вот ее работы показали. Она такой неравнодушный человек. Вот ее поразил такой натюрморт, да. Пишет она произведения на все вот такие исторические темы. И мимо ее внимания вот исторические личности не проходят и события. В прошлом году в нашем музее мы проводили вечер и даже выставку ее работ, посвященных 80-летию чурапчинских переселенцев. Пришло очень много народа, и теперь Александра Самсоновна еще пишет стихи. К своему юбилею она издает первый раз каталог, где лет 10 назад, да, было? Нет, это неправильно каталог. Это просто книга по произведениям. Которая первая была? Где вот... Каталог был же. Каталог был, да. «Помни корни свои». «Помни корни свои». Это каталог сделала Зинаида Ивановна Иванова-Нарова. Прекрасный такой. Вот один из учителей моих, которой я очень горжусь. Она до сих пор работает и для нас является примером. Мне очень приятно вообще с ней общаться. Она такой человек великий для нас, да? Да. Все очень много сделала для нас, нашего союза, для каждого из нас. Я, например, того, по-моему, как человек может вообще возраста не бояться. Да. Что она работает, она прекрасно выглядит, она очень умная, начитанная, всем интересуется. Да, вот это... Поддерживает молодых художников, да, вообще очень открытая. Она живо откликается и во всем вообще вот... Если что-нибудь спросить, можно спросить у нее, да, она вообще вот начинает говорить об этом. И такое глубокое вот познание всего, вот это меня поражает. Это учитель учителей. Да, действительно, это так, Зинаида Ивановна. Вот каждый раз на открытии выставок, где мы каждый раз встречаемся. Вот даже, когда вот спектакль шел, Тулая Хоходи, и она там тоже присутствовала, и про Александра Манжурьева так рассказывала. Да. И вот на каждой выставке по фотографиям, если я сама не успеваю сказать, все равно я знаю, что Зинаида Ивановна там. Это ваш действительно такой великий учитель, великая поддержка. Да. А теперь слово Надежде Егоровне. Картина, которая впечатлила? Да, и вообще вот из юбиляра текущего года. Ну, картина, которая впечатлила, это, наверное, школьные годы. Мы тоже на Хабарова, да, музей национальный. И, конечно, это Романов. «Витя с невестой» и вот «Исых». Да. «Исых». Вот эти картины, которые до сих пор вот такое впечатление очень, яркое, можно сказать. А из юбиляров я хочу, конечно, рассказать немножко о Науме Матвеевиче Зосимове, которому в этом году исполняется 95 лет. Почему про него? Потому что я знаю эту семью, он мой родственник. Могу сказать, что вот этот человек необыкновенный человек. Я его считаю великим путешественником, потому что он объездил всю Якутию не просто так, а с мольбертом. И вот у него даже есть работа, да, «Красная площадь». И он же рисовал ее не из какой-то фотографии, из каких-то источников. Он с этюдником стоял на этой вот Красной площади. Да. И для этого он добился разрешения на это. Так, и... Чтобы он мог с этюдником стоять и писать с натуры Красную площадь. Это просто удивительно. Кроме того, он очень много ездил. Вот, допустим, БАМ, Нерингрей, депутатский, вот арктическая тематика, герои труда, столько портретов, тружеников. Это просто удивительно. Не говоря уже о пейзажах, которые... Вот Ленские столбы, которые воспеты им. Да. Вот такой вот человек. Но вот когда его не стало, возник вопрос,
как сохранить наследие. И тогда его жена Людмила Александровна Засимова долго думала и решилась создать на его родине, в городе Покровске, открыть галерею. И эта галерея открылась в 1994 году, то есть на следующий год это будет тоже 30 лет этой галереи. Да. А галерея начала эту работу свою, знаете, с конкурса детских рисунков. В Покровске есть художественная школа, и много детей рисующих. И вот там дается премия имени Наума Матвеевича и медаль. Так что это такое большое событие для них. И еще я хочу о Людмиле Александровне рассказать, вот про ее галерею. Вот работая рядом с ней, да, я делала 2 персональные выставки в Покровске, так как это тоже родина моей мамы. Вот, и Людмила Александровна меня очень поддержала в этом отношении, да, и я была некоторое время рядом с ней. Мы возили даже работы в далекие населенные пункты Хангаласского улуса. Вот мы добрались до Синска. Это было весной, возили работы на машине. И вот работая с ней, я поняла, ой, какая это работа. Во-первых, надо думать о сохранении работ. Это она отдельное помещение, заказала стеллажи. Каждую работу оформить в раму. Каждую работу внести в каталог. Кроме этого, у нее такая издательская деятельность. Она несколько альбомов выпустила. Да. Кроме этого, надо возить работы, это надо все упаковывать. Приехать и распаковать, выставку сделать, под каждую работу этикетку. Надо придумать сценарий открытия, найти выступающих людей. Вот, и это огромная просто пласт работы, и до сих пор она работает. Да. Низкий поклон, Людмила Александровна, вам. И она же организовала же пленеры. Ой, да, я И забыла. каждую осень мы ездили туда писать. На Ленские столбы. Это незабываемые ваши пленеры были. Вообще удивительно. Я хочу добавить, что у нас запланирована выставка якутского современного искусства. Она откроется в первых числах июня в городе Покровске. И покровчане вот впервые смогут прийти и в течение месяца своими глазами увидеть работы якутских художников. Вот спасибо Людмиле Александровне за такое приглашение. Я думаю, что и художникам приятно на такой новой интересной площадке выставиться. Ну и жителям Покровска впервые такая возможность разных якутских художников современных, которые сегодня работают, увидеть. Да. Людмилой Александровной нельзя не восхищаться. Да. Я ее знаю. Вот мы с ней... Ну, вы же знаете, да, в каждой выставке я такие огроменные слайды с фотографией. Это в семьях собирала, сканировала, где-то на фотошопе. Да. Я всех их как бы с рождения этих юбиляров художников знаю. Огромная благодарность я каждый раз испытывала и сейчас я очень благодарна Афанасию Николаевичу Осипову, как он мне помог вот по фотографиям. Первый раз я так боялась спросить у него. Ну, есть фотография, никто никого не знает, а там Афанасий Николаевич. Я с таким этим подошла, а он мне сразу чук-чук-чук-чук всех назвал, и кроме этого коротко, ясно, и сказал, кто, как, что, где, живой, не живой, чем занимается. И вот мы 80 лет или 85 ему было, слайды вот эти мы вместе с ним делали. Я помню, как он приносил свои семейного альбома. Смотри, Осипов молодой, как я выгляжу. Ну, в общем, так. И поэтому я ему каждый раз вспоминаю с огромной благодарностью. И я быстро вошла, быстро стала узнавать. И каждый раз, когда вот кому-то что-то делаю, как будто бы я слышу его голос. Огромное ему спасибо. А вот Засимову я тоже делала с Людмилой Александровной. И каждый раз воспоминания Потапова читаем. И вот его тоже. И так интересно было.
Вот. Сейчас у нас короткая реклама. Первый блок мы прошли. Мы снова в эфире. Напоминаю, что наша передача называется «Юбиляры о юбилярах», и гости наши известные художники. Хотя по этой тоже разделяется, да? Ольга Афанасьевна живописец и дизайнер, да? Да. Ага. Александра Самсоновна живописец, а Надежда Егоровна гобеленщица или как? ДПИ. А? Декоративный Ну, на самом деле, Декоративно-прикладное. У нее много профилей. У нее Надежды. очень много. Да. И тут надо сказать, что Надежда Егоровна тоже родилась как бы среди, я так поняла, художников, да? Отец работал в художественном худфонде, да? Ага, Да, вот ага. он не был художником. Не, он не был, но все равно как-то вот был, работал, дружен был с художеством. дружил с Да, художником. ага. И поскольку вот скоро ИСЭХ, надо сказать, Надежда Егоровна у нас героический человек, возродившая, можно, да, Конский волос. да, плетение из конского волоса. Ну, работы показали. Если у кого есть, да, вопросы, обращайтесь в любой нашей гости. Они рады будут ответить на ваши вопросы. И поскольку юбилейный год, у Ольги Афанасьевны с отцом уже идет выставка, у Надежды Егоровны будет выставка, а Александра Самсоновна Тоже будет. тоже будет. днях. Ну вот. А вы месяцы и назовите, и площадки где? Ага. 22 июня в Камдрагмете открывается выставка. У меня планируется выставка в нашей новой галерее сети Ага. по Белинского 44. Это художественный фонд, старый Да. художественный У фонд. Надежды осенью выставка будет. Осенью, В да. октябре Да, или осенью. ноябре. Ага. Вот такие У нас прекрасный зал. Ага. Там появился, мы художники очень благодарны Ольге Афанасьевне. Там у нас хорошее освещение, все Да. картины. Да, прям зал Зал живые очень такие, да. приятный такой. Многие якутяне, наверное, и даже жители столицы не были еще, наверное. Да, поэтому- Да, это Да. вот Белинского 44. Там, Пользуясь где случаем, да, находится приглашаем. союз художников, Да. Ага. И магазин художественный. так что И приходите. магазин художественный. Так что добро пожаловать. Вот. Так, еще я забыла сказать, что мои гости родом из Батрусского улуса, Чурапчинки. И каждая родословная у всех очень интересная, из такой, да, вообще. И поскольку я вот изучала больше родословную Александра Самсоновна, вообще мы тогда знакомы были, не знакомы были, но это вот известные так Поповы, где? Ну, я могу сказать, что родословная у меня идет 1504 года. И все написано и в летописях. И я очень горжусь этим, что моим предком является Улуку Дангса, великий Баташ Мендюкен и так далее. Больше всего в архивных материалах я еще тогда не знала, что это родственник Александры Самсоновны, да? Ее пра-пра-пра принимали участие в строительстве первой Чурапчинской Вознесенской церкви. церкви, ага. Василий, по-моему, его звали, да? И- Гурий Попов. Ага. Вот. И еще интересно, чурапчинцы гордятся тем, что у них женщина-ювелир была, Ульяна Платонова, да, и тоже в архиве я нашла, что это Ульяна по приглашению, по заказу делала украшения вот именно вот предкам Александры
Самсоновна. И вот она поэтому друг музеев, я родилась в день музеев. Она все смотрит, ищет и делает очень такие натюрморты. У Ольги Афанасьевны Собакиной тоже вот очень интересные родословные, тоже именитые, и интеллигенция. Ну, и потом надо сказать, что все-таки коснулась и война их коснулась, и вот такие репрессии. Да. Ага, вот. И теперь они, как я сказала, алма-матер у них Якутское художественное училище. И хотелось бы послушать вот рассказы ваши о вашей юности, о годах учебы в художественном училище. Кое-что вы уже рассказали, да, но все равно хотелось бы узнать, как... Ну, все оттуда же идет, как можно сказать. Для меня училище, наверное, до сих пор можно назвать одним из самых главных событий в жизни, потому что я была после школы, после 8 класса, где я хорошо училась, и вдруг я попадаю в творческую атмосферу, где я не сторонний наблюдатель, я участник этого процесса, от меня требуется создать произведение искусства. Это оказалось очень сложно и очень интересно. Это просто перевернуло мое сознание. Да, я была с 23-й школы, такая бойкая девочка, хозяин жизни, могла там крепким словцом выразиться, и вдруг я попадаю в совершенно другую атмосферу, совершенно другие друзья меня окружают. Это очень сильно повлияло на меня, на мое развитие, становление. И действительно, там все было настолько хорошо организовано в советское время, да, что очень многим дало путевку в жизнь. И, как мы знаем, что мои однокурсницы, это тоже художники, которые сегодня работают, это сестры Шапошниковы, Евдокия Романова, Ирина Микумянова, Наталья Николаева. То есть это вот были очень серьезные времена, когда очень серьезную подготовку получали в художественном училище. Да, я по фотографиям видела вас, и я тогда еще не знала, что вы сокурсница, да. Я еще говорю, вот так мафия. И каждый раз вспоминаю эти фотографии, юные такие. У них дружба до сих пор. Это мафия, да, мы до сих пор дружим. Это редко бывает, на самом деле, это случайное совпадение какое-то. Вот. Что мы не просто однокурсницы, а еще и подругами оказались. Да. Александра Самсоновна и Надежда Егоровна тоже сокурсницы, и у них такие учителя, такие сокурсники, и да, вместе рассказывайте. Мы очень гордимся тем, что в наше время работали в училище такие прекрасные художники. Ну, я училась у Владимира Давыдовича Иванова. И призвание учителя не в том, как правильно рисовать и как правильно делать. Оказывается в том, что вот он дает своим ученикам любовь к творчеству. Какие-то вот семена, семена какие-то он выращивает внутри нас. Любовь к творчеству. И поэтому у нас вот все мои вот сокурсники, все стали художниками. Вот сейчас Иннокентий Попов, художник-дизайнер, график, известный. Плакатист. Ага. Плакатист. Плакатист, ага. Лена Гоголева. Это главный художник Сахатеатра. Так еще. Старостин Михаил, это у нас вообще самый известный художник. Самый модный. Который вообще... Ну, все ступени, которые вот даются вот великим людям, есть у него. Но его работа очень поражает тем, что вот они очень лаконичные и очень красивые. Да. И Находка Николай, главный художник Якутского краеведческого музея. Галина Травкина 46 лет работает в Русском театре художником-декоратором. Нюрослав Нюров, который у нас до сих пор работает, учит детей
у себя в Кришкалжае. Очень хороший преподаватель, очень любит детей. И потом еще этот Николай, Другин Миша. Другин Миша, он вообще во всех этих работал, и творчески работает, и стал руководителем в одно время, да. И потом Лена Крилина, Карайданова, она в своем дерсогоне очень много сделала. В Татинском лучше делала персональную выставку. Тоже человек, который свой след оставил в искусстве. Потом еще у нас есть... Кого мы? Ну, всех назвали. Нет, Степан... Степан. Степан Нестеров. Это такой Вот, оригинальный человек, который вообще был главным художником этого Худфонда. фабрики Сардана. И у нас в Худфонде тоже в одно время был главным художником. Он очень разносторонне развитый человек и артист. Недавно играл в кино. Айта. Ага, Айта. И вообще он прекрасно Еще выступает в этих... Еще один фильм Давыдова. Ага. Да, вот такие люди у нас учились. Вот Надежду Федулову вы сами знаете. Я очень горжусь тем, что Батюков Иннокентий... У нас две группы было. Вот, Юрий Иннокентьевич. Театральная, значит, Ага. там училась Шура Иннокентьева, а у нас отделение книжной графики. Мы учились у Юрия Иннокентьевича Ватикова. Совершенно выдающегося художника. Совершенно выдающегося художника. Но у нас, знаете, как произошло? Дело в том, что вот когда мы заканчивали, он был болен, и через некоторое время его не стало. Вот он, к сожалению, прожил очень короткую жизнь. Очень короткую жизнь, да. Да, И через яркую, но несколько лет короткую. то же самое случилось с Владимиром Давыдовичем. Давыдовичем, ага. И как-то, вы знаете, мы очень много потеряли. Мы Да. остались без какой-то опоры. Ну, на самом деле, да. Но, тем не менее, Но они не успели тем- вам дать. Да, но они были очень сильные личности, очень интересные художники. Они научили нас главному, что надо быть, быть самим собой, и индивидуальность надо свою развивать, чтобы отличаться от других художников, искать свою дорогу в творчестве. Вот это, наверное, самое Да, главное. ага, самое главное. И потом Юрий Иннокентьевич еще всегда говорил: от частного иди к общему, что надо видеть шире. Он так нас учил. Я вы рассказываете, я сижу, вспоминаю, вот, допустим, как я сказала, великую дружбу проект я держу, художников не забываю. Владимиру Давыдовичу очень хорошую вечер воспоминаний сделала. Жена приходила, были все довольные. Это человек, который даже пел. Он в 1957 году, совсем молоденький, он на днях, первые дни, когда проходили якутской литературы и искусства, он в Москве он пел. И Туралыса, кстати, у него тоже юбилей в этом году, Георгия Михайловича, он сразу, когда Давыдович вернулся, а как-то мы его привыкли называть, и мне нравится Давыдович, он сразу уступил свое место, сказал, вот он по достоинству в театре будет художником, и он, правда, действительно, да. А вот насчет Ватикова тоже, помните, мы вечер проводили, такой камерный, Очень красивый вечер. Очень был. красивый вечер. И когда я готовила, изучала его жизнь, и деда знаю, и вообще оригинальные люди, а мама-то очень известный ученый, и отец тоже известный, и такой вроде бы как русская семья, но он как бы Аланхо.
Да. Ага. Алонхо для него было все. Если бы он подольше жил, он, наверное, сотворил бы какое-то чудо именно по иллюстрации Алонходи. Очень интересный художник. Очень поэтичный. Ага. Мы тоже делали с курсом памяти Владимира Давыдовича приставку к его юбилею же, да? В Камдрагмете. Да, мы делали. А в будущем году его юбилей. Да. Я, наверное, сохранила свои слайды, ну вот где его родословную, и потом и его семья такая была, и потом по матери, по бабушке, по-моему, да? Они в родстве состояли с Марком Николаевичем Жирковым. Вот. И вообще очень интересное. Родился он в 1944 году, а в 1945 году Марк Жирков поставил вот Алонхо, он как бы родился. Вы знаете, самое незабываемое, вот то, что вот в годы студенчества, да, Владимир Давыдович нам организовал практику в театре. Вот до сих пор помню. И Мы как там раз ночевали. постановка Нюргумбатура. Эскизы, костюмов и так далее, все это было его работа, да? А мы работали в разных цехах. Мы, девочки, работали, допустим, в швейном цехе, да? Мы что-то клеили, там какие-то бахрому, там, ну, бутафорские работы делали. И вот эта постановка, там пела Ильина, главную партию. А мы как декоратор-оформители тоже красили это такая на сене. Я на всю жизнь запомнила. И в то время еще пришли, вот закончив щепку, совершенно молодые, значит, Андрей Савич, Ну, вот все они приехали. Борисова. Это начало Все, 80-х. Да, вот они все ходили в театре. Я еще вспомнила, что ваш однокурсник Иннокентий Попов, мы с ним дружим, он же еще замечательные плакаты же делает. Да. А он, оказывается, вот нашему музею литературному эскизы значков делал. Ага. И он мне каждый раз, когда что-то у меня есть, какой вопрос, я к нему обращаюсь, и сразу у него тоже феноменальная память, и сразу чувствуется, что он интересуется всем. И вот эти значки, я говорю, есть автор этого, потому что каждый экспонат музея должен иметь своего автора. В училище мы делали значки. Ну, вот я хотела бы еще рассказать о Карсанаеве. Да, у меня был такой вопрос, я очень хотела извиниться. Карсанаеву я ничего не подготовила, но я его жизнь, да, тоже вот когда юбилей, когда еще жена живая была, сделала. И я помню всю его жизнь и работу вроде знаю, да? Ага. Мы сейчас уже, у нас реклама пойдет, после этого о Петре Терентьевиче поговорим. Закончили? Ага. Ну, дорогие телезрители, радиослушатели, мои гости так боялись, что такое